Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Опубликован рейтинг самых влиятельных паспортов за 2024 год. Сила паспортов была классифицирована по количеству стран, куда граждане могут въезжать без виз или получать визу непосредственно при въезде в страну. Самым мощным паспортом оказался паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Граждане этой страны могут посещать безвизово 133 страны, и 47 стран они могут посещать с въездной визой. То есть 90% всех стран в мире жители Арабских Эмиратов могут посещать без особых трудностей. Дальше в рейтинге доминируют европейские страны. Но порядок немного изменился. Например, Испания обогнала Германию и вышла на второе место. Германия и 13 других стран заняли третье место. Помимо Германии на третьем месте находятся Финляндия, Франция, Бельгия, Италия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Португалия, Норвегия, Швейцария, Греция и Ирландия. На четвертом месте Швеция, Польша и Венгрия. На пятом месте Чехия, Южная Корея, Эстония, Хорватия и Словакия. Словения заняла шестое место. Вместе со Словенией шестое место занимают страны Япония, Латвия, Новая Зеландия и Лихтенштейн. 175 стран можно посещать безвизово с паспортами этих стран. К сожалению, паспорт России не попал в этот рейтинг. Ссылку на этот рейтинг оставлю вам в описании. Стоит перед выбором страны для переезда обращать внимание также и на этот рейтинг. В ужасных калифорнийских пожарах пострадали дома не только известных голливудских звезд, но и обычных словенцев. Семейная словенская пара Надя Скали и Ерней Барбич проживали в собственном доме в Калифорнии. Они познакомились в 2015 году в Словении на конференции. Надя в тот момент работала в правительственной организации по вопросам словенцев за рубежом, а Ерней уже в то время занимался наукой и преподавал в одном из американских университетов. Между ними завязался роман, и в итоге они решили переехать в Калифорнию, где купили дом 60-х годов и 2 года тщательно его ремонтировали. Они до конца не могли поверить, что пожар придет к ним, хотя их дом находился буквально между лесом и морем. Пара до последнего не верила, что пожар коснется их дома. И даже когда поступил приказ об эвакуации, они оставались в доме, пытаясь его защитить. Они поняли, что им придется покинуть дом только тогда, когда уже загорелись пальмы буквально в 200 метрах от их дома. В итоге их дом сгорел дотла. И сейчас они жалеют, что не смогли точно понять, что нужно брать с собой, а от чего можно отказаться. Например, они жалеют о своем семейном фотоархиве, что можно было спасти фотографии вместо того, чтобы забирать какую-то одежду. Также семейная пара понимает, что страховые выплаты не покроют всего ущерба. И придется очень долго доказывать и бороться за выплаты со страховой компанией. Сейчас они по крупицам собирают электронные чеки, доказывая ценность каждой вещи. Им пришлось переехать к другу. Хорошо, что у них есть друг, который живет поблизости и у которого дом уцелел. Несмотря на то, что калифорнийские власти запрещают повышать цены на покупку и аренду жилья, все равно, несмотря на это, цены растут. Журналисты поинтересовались, не планирует ли семейная чета вернуться в Словению, на что семейная пара ответила, в Словении им придется начинать с абсолютного нуля. По сравнению со Словенией, в Америке хотя бы у них есть работа. Да и жилье наверняка в Америке дешевле, чем в Словении. Тем временем в Любляне продолжается эпопея с пробитой крышей частного дома. Подрядчик по госзаказу проводил дорожно-ремонтные работы на улице Ижанская и нечаянно ковшом своего эскаватора пробил крышу частного дома. И вот уже 14 месяцев, больше года, люди живут с пробитой крышей и не могут пользоваться частью своего дома. Администрация Любляны игнорировала жалобы собственников этого дома до тех пор, пока журналисты не вынесли этот случай в новостную повестку. И несмотря на это, собственники пришли к выводу, что без суда им не обойтись.
А суды в Словении – это дорого и долго. Словенцы задались вопросом, кто же из граждан Украины купил пятизвездочный отель в Рогажке Слатине. В новости написано: пока в Украине бушует война уже почти 3 года, бизнесмены из этой страны начали вкладывать свои деньги и в Словению. Несколько дней назад один из них стал новым владельцем пятизвездочного отеля в Словении. Это бутик-отель «Атлантида» на 61 номер, открытый в 2016 году в Рогажке Слатине хорватским бизнесменом. Его строительство обошлось в 16 миллионов евро. Спустя 9 лет собственник решил продать отель. Официальным покупателем является компания Sun Garden Residence Estate, расположенная в Великобритании. Но новый фактический владелец отеля родом из Украины. Директором и владелицей британской компании является Ирина Комарницкая, 47-летняя гражданка Украины, также имеющая словенский налоговый номер. А мужем Ирины является влиятельный политик и бизнесмен из Киева. Пока неизвестно, сколько Sun Garden Residence Estate заплатила за отель. По неофициальной информации, договор купли-продажи был подписан в августе прошлого года, а сделка завершилась в начале этого года. Об Ирине Комарницкой и ее деятельности в общедоступных источниках практически ничего нельзя найти. А вот о ее муже известно гораздо больше. По данным различных реестров и украинских СМИ, важную роль в строительных сделках в районе Киева, столицы Украины, играет местный политик и бизнесмен Денис Комарницкий. Говорят, что последние годы он наладил тесные связи с нынешним мэром города Виталием Кличко и его администрацией. Выводы, как говорится, вы делаете сами. Словенские полицейские остановили автомобиль Kia Ceed на границе с Хорватией. Автомобилем управлял 26-летний гражданин Украины, а в своем автомобиле он перевозил 4 граждан Китая, которые незаконно пересекли границу Словении. В итоге автомобиль конфискован, а владелец автомобиля, 26-летний гражданин Украины, задержан и отправлен в тюрьму. А куда в итоге отправили китайцев, в новости, к сожалению, не сообщается. Может быть, их депортировали, а возможно, они попросили международное убежище. Я считаю, что не стоит рисковать своей репутацией и свободой, занимаясь такими сомнительными делами, как незаконная перевозка мигрантов. Правительство Словении разрабатывает программу, по которой к 2035 году в Словении не останется ни одного бомжа. Цель этой программы – дать каждому человеку в Словении крышу над головой. Каким конкретно образом они планируют достичь этой цели, мне остается неясным. И эта новость выглядит очень популистичной, и мне кажется, она невыполнима. Но, как говорится, поживем увидим. Скоро Словения погрузится во тьму. Министерство окружающей среды, климата и энергетики подготовило новое постановление об ограничении светового загрязнения окружающей среды, которое предусматривает гораздо более строгие ограничения на освещение окрестностей и зданий. Это касается и жилых домов. Согласно новой системе, поздно ночью будет необходимо выключать освещение. Постановление будет вводить ограничения на освещение дорог и общественных мест за пределами населенных пунктов, а также ограничивает освещение парковок, фасадов и прилегающей территории. Независимо от ограничений, освещение, включаемое датчиками, должно быть разрешено везде, то есть только тогда, когда оно действительно необходимо. Экологическая инспекция будет тщательно следить за выполнением этих требований. И нарушителям будет грозить огромный штраф. Для юридических лиц штраф будет максимально достигать аж 40 тысяч евро. Для физических лиц максимальный штраф будет составлять 1200 евро. Так что, уходя, гасите свет на фасаде своего дома. Если вы являетесь налоговым резидентом Словении и пользуетесь, например, такими популярными банковскими картами, как Revolut и N26, то вас ожидает штраф в случае, если вы не задекларировали наличие у вас счетов в зарубежных банках. По данным самого банка Revolut, более чем 180 тысяч пользователей из Словении. Но по данным налоговой Словении, только 57 тысяч счетов Revolut задекларировано в Словении. Всем остальным, кто не успел задекларировать свои счета, грозит штраф. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от -2 до +5, дождь со снегом. Спасибо, Алиса.
И вам спасибо. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!